Придумай шутки, это тоже наука, но в школе за это не ставят оценки. За успех в этом деле отправляют на юниор-лигу. В Конгресс ходит. Таратау проходит 1/4 финал юниор-лиги КВН. Здесь лучшие школьные команды борются за путевку в полуфинал. 15 лучших команд из разных городов республики собрались в одном месте, чтобы во всей красе показать себя столичному зрителю. Вы чего, с ума сошли? А если она это увидит? Не переживайте, не увидит. Почему? Мы ее в жабу превратили. Хотя она и до этого жабой была. И как мне кажется, у них получилось все на 5 с плюсом. Научи нас придумать шутки. Шутки, ну, это, конечно, можно пойти к деду, спросить, конечно, шутки его. Либо можно, конечно, найти в интернете, но только их надо искать. Почему нужно играть в КВН? Это чтобы развить себя и свою команду, чтобы быть знаменитым, популярным. По решению жюри, полуфинал юниор-лиги КВН прошли следующие команды. Момент, гимназия 86, город Уфа. Это мы и Лямур из той же гимназии. Так себе команда из Уфимского подросткового клуба «Северный». Просто класс, ребята из 108 школы. Шаранские бродяги из одноименного села. Дети Агаповки, команда Содружества, лицея 106. Сборная одного класса гимназии 82. Также жюри приняли решение добавить следующие команды: Девчули, гимназия 86. И ключевая ставка из Центра образования 159. Поздравляем лучших! Что ты посоветуешь начинающим КВНщикам? Вести себя на сцене раскрепощенно. Готовиться нужно к выступлению на сцене очень тщательно. То есть заучивать слова, нужно отыгрывать их. Можно ли научиться шутить? У нас почти по одному плану создаются шутки. То есть сначала мы шутим о школе, о своей школе, о друзьях в школе, потом уже начинаем переходить на конкретные темы, и про жюри тоже у нас шутки есть, конечно, имеются. Откуда вы берете шутки? У нас есть свой сценарист, редактор, и он пишет нам шутки. Вот, и мы репетируем в школе, в облаках и даже в конгресс-холле. Конкурс идет по необычному сценарию. Жюри может определить лучшую команду так и в процессе, так и в конце вечера. Конечно, лидеры видны сразу, но для тех команд, уровень которых одинаковый, интрига сохраняется до конца вечера. Это Авелина, и мама ей всегда покупает пирожное за то, что она получает пятерки. И, судя по ее фигуре, школу на отлично она не закончит. Это лишь четвертьфинала. Лучшие встретятся в полуфинале, а дальше и в финале. Будем ждать вас в курсе. Амир Бекбулатов, Рамазан Мусин. Специально для Гары новостей.